Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. Вся правда о ситуации с коронавирусом. В сентябре практически каждый третий заболевший был из категории 65+. Можно ли непривитым людям будет попасть на вакцинацию в торговые центры и сколько действует QR-код, выяснила Юлия Гоголева. Главные задачи. Повышение качества жизни не пустой лозунг. Это реальная стратегия развития Татарстана. Что в своем послании отметил Рустам Минниханов, выслушал Дмитрий Аренин. Это они встают ни свет ни заря, работают без выходных и в любую погоду. Сейчас немного легче стало. Двигаемся вперед, технологии продвигаются. В Казани чествовали лучших работников сельского хозяйства. Кто стал заслуженным, расскажет Вероника Гайнуддинова. Главная цель – повышение качества жизни татарстанцев. Идти по этому пути вместе и не бояться перемен. Рустам Минниханов сегодня выступил с ежегодным посланием Госсовету Республики. На сессию, посвященную стратегическому документу, традиционно собралось все руководство Татарстана, а также промышленники, эксперты, общественные деятели. В своем выступлении президент сосредоточился на ключевых задачах, которые необходимо решить в Татарстане. Инфраструктура в поселках, нехватка учителей, загрязнение окружающей среды и отдельный блок борьбы с пандемией. Акценты выслушал Дмитрий Аренин. Ежегодное послание в этом году заиграло новыми красками. В год родных языков и народного единства Рустам Минниханов символично начал выступление на татарском языке. В уходящем году республика продолжила социально-экономическое развитие и научилась жить в условиях пандемии. Главной же целью остается повышение качества жизни татарстанцев. Это создание комфортных условий для жизни и работы, рост реальных доходов граждан, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования, благоприятная экологическая ситуация. Повышение качества жизни не пустой лозунг, это реальная стратегия развития Татарстана. Все, что мы делаем, делается в интересах наших граждан. Большая часть послания была посвящена социальному блоку. Для образования президент обозначил сразу несколько задач. Республика продолжит строительство полилингвальных комплексов АДМНАР. Это залог нашей конкурентоспособности. Обеспечение безопасности детей в приоритете. На это выделены дополнительные средства. А вот проблему нехватки учителей президент обозначает на самом высоком уровне. Из 4000 молодых специалистов, которые ежегодно выпускаются, лишь треть идет работать в детские сады и школы. За последние 3 года почти 600 молодых учителей ушли из системы образования, не проработав и 3 лет. Прошу Министерство образования и науки, глав муниципальных образований взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов. Система здравоохранения с начала пандемии работает в экстремальных условиях. Президент особо отметил труд медиков. На послании были приглашены те, кто на передовой. Зал встретил их аплодисментами. Сегодня в этом зале вместе с нами Булат Фаткулин, заведующий отделением врач-реаниматолог Республиканской клинической инфекционной больницы. Алсу Светкова, медицинская сестра Казанской городской клинической больницы номер 7. Радик Фатахов, фельдшер подстанции скорой медицинской помощи. Я попрошу их встать. Дорогие друзья, в вашем лице хочу сказать огромное спасибо всему коллективу медицинских работников нашей республики за ваш труд. Бигзур Ахмад Сизгамушла. Как отметил президент, сегодня единственный способ борьбы с пандемией – вакцинация. За ответственный подход к делу хочу отметить медицинских работников глав Актанышского, Новошишменского и Тызинского районов, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации в Буинском, Пестрищинском, Купринском районах. Прошу правительства, управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Президент поручил расширить программу диспансеризации переболевших и санаторно-курортного лечения за счет бюджета. С учетом
непростой санитарно-эпидемиологической обстановке Министерство здравоохранения необходимо расширить программу углубленной диспансеризации, профилактических осмотров и реабилитации в санаторных учреждениях. Особое внимание следует уделить профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. В республике продолжат развитие спортивной инфраструктуры, обновят молодежные центры. В планах построить новый современный татарский театр с последующей передачей существующего здания молодежи. Больше внимания уделят семьям. Именно они основа сильного государства. Своим недавним указом президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День отцов, что было очень позитивно воспринято людьми, особенно отцами. Но мы по инициативе Асхатовны двинулись дальше. Он говорит, это хорошо, президент точно обозначил, куда надо двигаться. В республике мы приняли решение учредить новую госнаграду, медаль «Родительские доблесть» от Анафида Харлаге. Давайте вот. Весомый вклад в семейные ценности народов вносит религия. Как отметил Рустам Минниханов, воссозданный собор Казанской иконы Божьей Матери символизирует духовное возрождение общества. Также на высоком уровне в республике в следующем году предстоит отпраздновать 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии и принять сессию ЮНЕСКО. Проведение в Казани летом следующего года 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает признание мировым сообществом достижений республики по сохранению историческо-культурного наследия и особой роли Митина Шаймиева как посла доброй воли ЮНЕСКО. Без Митина Шаймиева. В рамках федеральных программ перед республикой стоят серьезные задачи по дальнейшему строительству очистных сооружений и ликвидации иловых полей. Обращаясь к руководителям предприятия о необходимости внедрения передовых технологий переработки отходов для исключения фактов нанесения вреда атмосферному воздуху и водным объектам. Прошу правоохранительные надзорные органы взять данные вопросы на контроль. Реализовать такие масштабные социальные программы невозможно без сильной экономики. В республике нужно улучшать инвестиционный климат, на предприятиях повышать производительность труда, расширять рынки сбыта и создавать новые производства. Хотел бы отметить компанию «Татнефть», которая в текущем году ввела в эксплуатацию производства водорода, смазочных материалов, установку каталитического крекинга. А до конца года введет еще 4 установки стоимостью более 53 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций компании «Татнефть», комплекс «Танека» на конец года превысит 470 миллиардов рублей. Реализация проектов на комплексе «Танека» и «Таифенка» позволит ежегодно перерабатывать в республике свыше 23 миллионов тонн нефти. Перед компаниями Нижнекамск нефтехимии и Казань стоят задачи по вводу собственных энергоустановок ПГУ 495 мегаватт и ПГУ 250 мегаватт, а также по расширению и развитию производств и, самое главное, Нижнекамск нефтехимии строительство олефинового комплекса ЕП-600. Дальнейшее обеспечение реализации этих и других важнейших проектов предусмотрено соглашением между правительством республики и компанией «Сибур Холдинг». Отдельной задачей стоит внедрение во все сферы жизни современных IT-технологий. Придавая большое значение роли IT-технологий, повышения качества жизни, следующий год объявляется республике годом цифровизации. Послание президента шло около часа. Рустам Минниханов обозначил ключевые задачи для всех сфер и символично завершил выступление на татарском. Большое спасибо. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Взвешенное, актуальное, детальное. Так о послании сегодня говорили те, кому оно адресовано в первую очередь. Это депутаты, члены правительства, руководители предприятий.
Мы живем в очень непростое время. Ситуация с коронавирусом влияет и на экономику, и на взгляды людей. И очень важно, чтобы республика прошла этот путь очень организованно и стабильно. Это наша главная задача на ближайший год. В своем послании Рустам Нургалиевич отдельно отметил о вылетных трассах. Это как раз-таки ответ на те вызовы, которые сегодня очень сильно назрели. Развивается агломерация, к сожалению, не успевают развиваться дороги. Повышение качества жизни, о котором сказал сегодня президент нашей республики, большое влияние, конечно, является и развитие системы обратной связи с населением. Именно население сегодня должно еще раз активно нам говорить о том, где, какие проблемы у нас есть в различных сферах жизнедеятельности. Президент однозначно обещал и дальнейшую поддержку общественным организациям и представителям всего гражданского сообщества. Поддержку их инициатив – это хороший залог такого сотрудничества. Вопросы, которые были посвящены цифровизации, они, если вы обратите внимание, шли практически в каждой отрасли. И вот таким логическим, наверное, подведением итогом президент объявил 2022 годом цифровизации. Мы думаем, что вопрос цифровизации позволит более эффективно вовлекать молодежь в ту инфраструктуру и в те проекты, которые сегодня уже созданы, реализуются. Мы знаем, какие вопросы, какие проблемы есть, но когда задача поставлена президентом, еще раз, это усиление контроля, это значит, это и воспитание детей, это подготовка кадров. Очень важно, что в этом большом послании Рустам Нургалиевич обратил внимание на необходимость выполнения и принятия Пушкинской карты, которая была инициирована нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, в Республике Татарстан воспринято с большим воодушевлением. Послание получилось очень взвешенным. С одной стороны, были отмечены достижения, много похвал в адрес людей, и замечательно, что они присутствовали в зале. Но, с другой стороны, уповать только на те достижения, которые есть, недостаточно. И в этом отношении президент немало сделал посылов, поднял проблемы, которые так или иначе нужно решать. Прямо говорили, у кого есть достижения, а кто отстает. И в том числе это было про промпарки. И здесь очень важно именно, я для себя отметил, не просто критиковать у кого-то, кто-то что-то не получается, а показывать положительные примеры. Сделаны определенные ориентиры, поставлены конкретные задачи, которые связаны с социальной, экономической повесткой региона. Мне кажется, что основная задача – это вселить оптимизм, да, уверенность в сознании граждан, поддержать их и мобилизовать на дальнейшую работу. К другим новостям. В республике от коронавируса скончались еще 7 человек. Женщинам было 63 и 83 года, мужчинам 27, 63, 78, 80, 82 года. В России за последние сутки 936 умерших. Это новый максимум с начала пандемии. По стране выявлено 27 246 новых случаев ковид. Количество заболевших в республике также увеличилось. 86 человек за сутки, 39 госпитализированы. Больше всего случаев по-прежнему в Казани, 27, в Челнах 14, в Нижнекамске 8, в Рыбной Слободе 5. В Татарстане за четверг привились 3230 жителей. Эпидобстановка в Татарстане напряженная. Система здравоохранения работает с перегрузкой, заявляет Минздрав. С понедельника в республике вводятся ограничения для непривитых на посещение торговых центров, ресторанов и развлекательных заведений. При этом темпы вакцинации от ковид по-прежнему очень низкие, особенно среди пожилых. Кого коснутся ограничения? Юлия Гоголева с подробностями. Летние прогнозы эпидемиологов по ситуации с коронавирусом оправдались. С наступлением осени идет рост заболевших. Если неделю назад за сутки выявляли 63 новых случая, то сейчас почти на 20 человек больше. Каждый третий больной ковидом пожилой. Если в августе эта доля заболевших была чуть более 20%, то уже в сентябре практически каждый третий заболевший был из категории 65+. А как вы знаете, эта категория наиболее подвержена риском осложнений
при заболевании новой коронавирусной инфекцией. При этом темпы вакцинации в Татарстане, наоборот, снизились по сравнению с августом более чем в 2 раза. Ограничительные меры, которые вводятся в Татарстане с 11 октября, во многом связаны с низким уровнем вакцинации среди категории 65+. По данным Минздрава, на сегодня привит лишь каждый 3-й пенсионер. С понедельника все невакцинированные пожилые должны уйти на самоизоляцию. Те из них, кто работает, компании должны перевести на дистанционный формат. Исключение для тех, кто переболел ковидом в течение последних 6 месяцев. Без прививки пенсионерам отныне разрешается выгуливать животных не дальше 100 метров от своего дома, ходить в парикмахерскую, на почту, за продуктами, но не в крупные торговые центры. Люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения, поэтому они, конечно же, в места общественного пользования доступа иметь не будут. Вне зависимости от того, есть у него метод, условие получения QR-кода одно. Либо ты переболел, и в течение полгода у тебя действует QR-код, либо ты вакцинировался, и в течение года у тебя действует QR-код после вакцинации. Ограничения коснутся всех непривитых от 18 и старше. В кафе, рестораны, спортивные центры и торгово-развлекательные комплексы с площадью более 400 квадратных метров с 11 октября можно будет попасть, только предъявив QR-код или сертификат о вакцинации. Он доступен только тем, кто переболел ковидом или сделал прививку. Получить код можно в личном кабинете на госуслугах или в мобильном приложении «Стоп коронавирус». Тем, кто не зарегистрирован в системе, советуют обратиться за помощью к родственникам или волонтерам. Бумажные справки о вакцинации или болезни в качестве QR-кода не пройдут. QR-код – это результат успешного прохождения вакцинации, и условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять, и люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения, поэтому они, конечно же, в места общественного пользования доступа иметь не будут. Вне зависимости от того, есть у него метод, допустим, метод есть, значит прививки нет. Условие получения QR-кода одно. Либо ты переболел, и в течение полгода у тебя действует QR-код, либо ты вакцинировался, и в течение года у тебя действует QR-код после вакцинации. Как ожидают, в ближайшее время нагрузка на пункты вакцинации в Татарстане вырастет в разы. Из-за новых ограничений их число увеличит почти вдвое. Жителям напоминают, прививаться нужно даже тем, у кого есть антитела, если с момента болезни или после первой вакцинации прошло более полугода. Если же на прививку вы идете впервые, лучше ее сделать в поликлинике по месту жительства или у метро. В мобильные прививочные пункты в торговых центрах и ДК «Культуру» вас уже, скорее всего, не пустят. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня ажиотаж в пунктах вакцинации Казани вызвала новость о грядущих ковид-ограничениях. В городских торговых центрах многометровые очереди в прививочные пункты. Эти кадры мы сняли в Паркхаусе. Здесь сотни людей в процедурный кабинет. В Меге сегодня закончилась вакцина. Ее привезли в течение нескольких часов, и прививать жителей продолжили. Работать пункты сегодня будут до 10 вечера. Поток пошел в 2 часа дня где-то. Но они по 4 часа уже стоят в очереди. Уже пришло время, то есть нужно вакцинироваться, потому что все болеют, чтобы нормально работать, жить. То есть, решили так. Хоть и в основном дома сижу, нахожусь, но по торговым центрам все равно иногда ходим. Поэтому, чтобы не оказаться в числе последних, что называется. Вижу, что происходит, смотрю вообще сводки эпидемиологические. И думаю, что действительно надо привиться, потому что ограничения все-таки, это мелочь, лучше все-таки сделать вакцину. Итак, где и как получить QR-код о вакцинации или перенесенном ковид? Даем инструкцию. Прежде всего нужно убедиться, что есть подтвержденная учетная запись на российском портале госуслуги. Примерно в течение суток после второй прививки или разовой прививки однокомпонентной вакцины сертификат и QR-код будут доступны в личном кабинете госуслуг. Если не получили код, обратитесь в медучреждение, где прививались, или на горячую линию 122, а также можно воспользоваться формой обратной связи на портале госуслуг. Если переболели коронавирусом в последние полгода и имеете аккаунт на госуслугах, то автоматически получите QR-код о перенесенном заболевании со сроком действия 6 месяцев. Однако, если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то есть ваших данных нет в Федеральном регистре заболевших, то вы не сможете получить код. Если вы проходите ревакцинацию, QR-код появится уже после первой дозы и будет доступен на госуслугах, в мобильном приложении портала и мобильном приложении госуслуги «Стоп коронавирус».
До 10 октября включительно в торговых центрах прививку смогут сделать все желающие. Уже с 11 октября эти пункты будут работать только для ревакцинации. Но если в торговом центре будет организован отдельный вход в пункт вакцинации, он продолжит работу и для непривитых. Так, в Казани сейчас вакцинироваться можно в 3 торговых центрах и в домах культуры. В Набережных Челнах вакцинируют в центре «Омега», в Нижнекамске в 3 ТЦ, в Альметьевске в комплексе «Панорама». Минздрав рекомендует прививку от ковид делать в поликлинике по месту жительства. Директор расстрелянной гимназии номер 175 стала обвиняемой. Как на продление арестов в Казани и Москве засветили нового фигуранта, читайте в интернет-газете «Реальное время». В это воскресенье труженики АПК отметят свой профессиональный праздник. Слова благодарности аграриям республики президент сегодня высказал на церемонии чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это они трудятся в непростых условиях, выращивают хлеб, работают без выходных и в любую погоду. Это благодаря им Татарстан обеспечивает себя продовольствием и уверенно лидирует в стране по производству молока. К труженикам села Рустам Миниханов приехал сразу после послания. Здесь в зале передовики АПК, комбайнеры, доярки, агрономы, зоотехники, фермеры, руководители хозяйств, главы районов. Все те, кто вносит личный вклад, чтобы у татарстанцев на столе всегда был хлеб. Поздравляю с наступающим праздником, ну и пожелаем хороших климатических условий для наших селян на следующий год. В этом году аграрии собрали 2,5 миллиона тонн зерна, по 1 миллиону тонн сахарной свеклы, картофеля и овощей. Весомый вклад в республиканский каравай внесли хозяйства Чистополя, Алексеевска, Арска. За этим результатом большой труд коллективов. Отличившимся сегодня вручили государственные награды. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Заслуженным работником сельского хозяйства России стал глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Инженер-механик по специальности, он сам в 1983 году начинал с должности инженера Актанышской райсельхозтехники. В общей сложности больше 20 лет руководит районом и знает все тонкости АПК. Прежде всего, я очень благодарен своим землякам, нашим хлеборобам, механизаторам, руководителям хозяйств, специалистам. Заслуженным механизатором сельского хозяйства из Казани в Сабинский район уезжает Рафис Шайдулин. В АПК он 42 года. Получить такую высокую награду из рук нашего президента дорогого стоит. Хочу поблагодарить своих коллег. Только трудясь вместе, можно получить хорошие результаты. Звание заслуженного животновода получила Любовь Данилова из Нурлатского района. Она оператор машинного доения. Говорит, с развитием технологий и показатели выше. Сейчас немного легче стало. Двигаемся вперед, технологии продвигаются. В списке награждаемых сегодня 21 передовик сельского хозяйства. Это они обеспечили горожан продовольствием до урожая следующего года. Дорогие труженики села и ветераны отрасли, желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть результаты нашего труда превышают ожидания. Отдельное спасибо фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. Это они производят половину сельхозпродукции. Сегодня для них и каравай, и награды, и песни о родном крае. Вероника Гайнудинова, Рания Абдрахманова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. С генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым встретился сегодня президент Рустам Миниханов. Обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия в части реализации совместных проектов. Напомним, Ерлан Искаков был назначен генеральным консулом Казахстана в Казани в сентябре. Как изменились полномочия органов власти, как развивается законодательство и совершенствуется политическая система. Федеральные политологи и юристы в Казани обсудили перспективы развития страны по итогам поправок к Конституции России. На площадке КФУ прошел общественный семинар экспертного института социальных исследований. Такие обсуждения политической повестки страны позволяют государству удержать руку на пульсе происходящих изменений и эффективно реагировать на запросы общества, подчеркивают политологи. Один из важных результатов, он заключается в том, что нужно прежде всего заниматься своей страной, заниматься очень активно. Для этого нужно решать проблемы не только масштабного мирового уровня, но нужно решать проблемы каждого населенного пункта, условно говоря, да? При этом должна быть все-таки развиваться самостоятельность. Основная задача – это, конечно, представление рекомендаций лицам, принимающим решения, да, в центре принятия решений со стороны экспертного научного сообщества.
Конечно, это такое рабочее мероприятие. Завершаем выпуск приятной новостью. Наш проект «Айда Татарстан» занял первое место в номинации «Телевидение» в окружном этапе всероссийского конкурса «СМИротворец». Сегодня в Чебоксарах состоялся финал. 173 средства массовой информации прислали 1300 работ о межнациональных и этноконфессиональных отношениях. Служба новостей ТНВ представила на конкурс цикл специальных репортажей, посвященных Году родных языков и народного единства. Телерадиокомпания «Новый век», цикл материалов в рамках рубрики «Айда Татарстан». Приглашаем автора Рамиля Шайдуллина. Организации СМИ, телевидение, республика Татарстан, аплодисменты. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. До встречи! В студии София Егорова. Здравствуйте! Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Теплый погожий день ожидает нас в субботу. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульмея, Бавлаха и Азнакаева, небо будет ясным, тепло сохраняется. Плюс 10-11 градусов. Небольшая облачность в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Осадки маловероятно, днем до плюс 10. Тепло в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Чуть ветренее, чем накануне. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, но сухо. Будет тепло. 10-11 градусов выше 0. В Болгаре, Дрожжином и Буинске солнечно, температурный фон не изменится, плюс 12. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше жителей ждет небольшая облачность и тепло, до плюс 12. В воскресенье без существенных изменений в погоде. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью около 3 градусов тепла. Днем плюс 10-12 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. И вновь народный календарь обещает нам хорошую погоду. Если небо на закате дня окрасится в золотистый цвет. На этом наш выпуск завершен. До свидания.